Ежедневный путь на работу и обратно для Айны Плиевой представлял настоящее испытание. Повсюду пыль, ямы, камни, отсутствовал пешеход. К новому учебному году эту проблему решат основательно. Сейчас здесь укладывают асфальт, протяженность 540 метров. Предстоящим изменениям учителя не нарадуются. Были случаи, когда таксисты отказывались для того, чтобы приезжать и забирать детей, то есть ехать отказывались. Были такие случаи. Альхамдулилля, это очень радует, то, что сейчас такие работы начались. Наши родители, учителя много раз обращались, чтобы сделали дорогу. Думаю, сейчас нет границ радости учеников и родителей, потому что наконец-то они смогут, особенно в непогоду, удобно будет им добираться в школу. 7-я школа Карбулака открылась только недавно, поэтому благоустройство прилегающей территории было просто необходимо. Асфальтовое покрытие укладывают в 2 слоя. Первый 6 сантиметров, а второй на 1 больше. На данном этапе рабочая бригада укладывает дорожную одежду, а после проведут шлифование и нанесут разметку. Даже чисто, если посмотреть, какое качество полотно, здесь, можно сказать, отутюжено, утрамбовано. Настолько вот мне сразу удивило и обрадовало. Настолько идеально, настолько отвечающее запросам наших дорогих жителей Карбулак и отвечающее желанию родителей наших детей. Чтобы уложиться в сроки, на участке работают сразу несколько бригад. Задействована техника, фрезы, экскаваторы, катки. Помимо асфальтового покрытия, здесь предусмотрены тротуар, бордюры, также стоянка протяженностью 150 метров. Объект на контроле держат местные власти, проверяют, насколько качественно ведутся работы и успеют ли уложиться в срок. В рамках национального проекта «Новая школа» в соответствии с указанием главы Республики Ингушетия в прошлом году на территории города Карбулак была возведена 7-я школа на 720 посадочных мест. Соответственно, данная мера была необходима, данная задача являлась для нас основной и фундаментальной, так как город наш нуждался в ликвидации так называемых 2 смен с других образовательных учреждений. И на сегодняшний день, благодаря оказанной помощи и поддержке главы Республики Ингушетия Махмуда Махшидовича Калиматова, сегодня у нас появилась возможность проложить асфальтное полотно на данной территории, соответственно, с благоустройством тротуара. Подрядчик обещает, к 1 сентября объект будет полностью готов. В Карабулаке благоустраивают прилегающие территории и возле других школ. Главная цель – безопасность школьных маршрутов. Малика Измайлова, Мулгири Ахильгов, Магаз 24.